Ассаламу алейкум, всех приветствую, друзья. Сегодня мы с вами проведем голосовой чат на русском языке. Давно у нас не было чатов. Те, кто хочет говорить, вы можете сразу перейти по ссылке спикера, которая закреплена на канале. А кто хочет слушать, тот может просто находиться. Если я увижу руки, что кто-то хочет поговорить, сказать что-то, я, конечно, вас буду включать, но вы можете поступить гораздо легче и пройти по ссылке спикера, и у вас автоматически будет микрофон включен. То есть это не значит то, что у вас всегда будет слышно, но вы просто сможете нажатием кнопки говорить то, что вы хотите. И вам не надо будет ждать, чтобы я вам включил. Так, друзья, давайте начнем, наверное, с наболевшего. Как вы все знаете, много вопросов, которые висят в воздухе, на которые так и мы не получили ответа от кадыровской пропаганды. Иллюзионист, ни его миньоны, ни кто-либо из кадыровского истеблишмента, так сказать, нам не прокомментировал слова Аптия Лаудинова, когда он сказал, что если русские православные мужики будут нормально свататься, жениться, встречаться с чеченскими женщинами, то это не проблема. Важный момент, чтобы они это сделали по-нормальному, говорит Аптия Лаудинов. Скорее всего, подразумевая, что когда они приедут свататься, чтобы в сопровождении них был настоятель РПЦ, я не знаю, или церкви из Чечни или из какого-то другого субъекта. Но, как говорится, чтобы приехали нормально, тогда нет проблем. Но после этого у нас был новый, так скажем, скандал, новая тема. А это связано с атеистами. Кадыровцы в лице того же иллюзиониста нам стабильно кричали о том, что вот тут в Европе есть атеисты, а мы ничего не делаем, мы ничего сделать не можем. Вот у вас там сидят атеисты, вы там им потыкаете и так далее. Короче, эти обвинения просто без остановки сыпались в наш адрес. И в один момент происходит то, чего, как говорится, не ожидал никто. Хамзат Эдельгериев, главный егерь Чечни, односельчанин Кадырова, один из ветеранов пути Ахмата, такой матерый кадыровец, который совершил столько преступлений, на его руках столько крови, там был начальником, кажется, РОВД. Просто вот мразь из мразей такая вот, олицетворение такого ветерана пути Ахмата. Этот представитель пути Ахмата под публикацией, в которой обсуждается, что сподвижник пророка, саллаллаху алейхи Халид ибн Валид, отправил письмо китайскому императору с угрозой, что он приедет и его сотрет в порошок. Затем китайский римский, то есть могу путать, римский правитель отправляет это китайскому вроде бы и говорит нам: вот ко мне идет Халид ибн аль-Валид, можешь приехать мне помочь против него. На что тот отвечает: я не могу, нет у меня возможности сражаться против достойных истинных мужчин. Вот в этом контексте рассказ про доблесть Халида ибн Валида, да будет доволен им Аллах, под этой публикацией упомянутый нами Хамзат Эдельгериев оставляет комментарий, в котором он прямо покушается на честь Халида ибн Валида, коверкая его имя, называя его Абу фекалиями Валидом, что он там, разбрасывая фекалии, куда-то шел. То есть даже контекст этого комментария соответствует тому посылу, что идет
обсуждений в этой непосредственной публикации. Естественно, сразу сделали скриншоты этого, сделали запись экрана, на которой явно видно, как можно перейти на профиль Хамзата Эдельгериева, профиль активный, обновляется, подписчики, все. То есть максимально, что можно было сделать по сбору доказательств в конкретном данном случае, эта работа как бы была проделана. Естественно, мы сразу спросили тогда кадыровцев: так, друзья, как это получается? Тут вы столько кричали нам про борьбу против атеистов, что вы там, не покладая рук, не спите днями и ночами, только и делаете, что боретесь с чеченоговорящими атеистами. А тут, получается, один из таких ярых, матерых кадыровцев тоже является одним из ненавистников ислама, исламофобом. Надеемся, что вы сейчас как-то отреагируете на это. Но у нас идет полное молчание, так сказать. Никакой реакции нету. Естественно, мы эту тему не оставляем и снова. И вот если кто, может, из тех, кто подписан на канал Тумсо, подписан на меня, вы знаете наш такой баттл сейчас, который продолжается с Чингизом уже, наверное, больше недели. Чингиз Ахмадов, если кто не знает, это директор ЧГТРК «Грязный». Мы его называем в узких кругах иллюзионистом, или может даже в широких. И я, естественно, ему также после его политического подкаста, который мы долго после этого ситуации не видели, в этом политическом подкасте одной из постоянных тем было обсуждение атеистов, исламофобов, и вот всего того, что, с чем, так сказать, яро борются кадыровцы. То есть там поливали нас, и в том числе поливали еще и атеистов, и постоянно они рассказывали в этом подкасте, как они борются. И вот выходит подкаст, и в этом подкасте иллюзионист с неким Акраманом, который является его соведущим, заявляют, что якобы там сделали какой-то скриншот, какое-то видео, и вот на основании этого что-то там якобы придумали сейчас в пору, когда у нас есть искусственный интеллект и так далее. То есть, максимально попытались сказать, что вот это вот полная типа чушь, не имеющая под собой никаких оснований, мол, вот там, что это за доказательство? Вот в таком контексте идет. Потом говорят, и какого-то там Абу Валида жестко высказался в отношении какого-то Абу Валида, который, говорит, был финансистом Хатаба. Но я, естественно, отреагировал на подобный вздор. Я говорю, что это вообще за отношения, что значит Абу Валид? Тут речь идет о сподвижнике пророка, Халиде ибн Валиде, да будет доволен им Аллах. Почему вы с таким пренебрежением об этом говорите? То есть в контексте Халида ибн Валида обсуждается тема. Они сами говорят об этом. После этого иллюзионист нам запиливает ответ, в котором он говорит, что вообще не имел в виду там Халида ибн Валида, а он, оказывается, говорил о финансисте Амира Хатаба, участнике двух войн Чечни против России, Абу Валида. То есть был такой Амир, и он был финансистом, по некоторым сведениям, у Амира Хатаба. И это, честно сказать, меня немножко ошарашило. Я думаю, ничего себе, вот эта вот новость. Откуда вообще сюда, в эту историю, можно впихнуть Абу Валида? И я снова задал иллюзионисту вопрос: подожди, друг, если это так, то объясни нам, какого черта ты его сюда приплел, какое отношение имеет человек, который в 2000-х погиб,
в войне против России. И история, и сподвижник, который, я не знаю, там сколько времени назад жил, письмо императору Рима, Халид ибн Валид, вообще какую связь имеет с нашей недавней историей? Как ты вообще его туда приплел? Но какого-то разумительного ответа так и не последовало. Он то и дело говорит, что на него якобы я возвел какую-то ложь, но не объясняет, при чем тут Абу Аль-Валид. И что самое интересное, Хамзат Эдельгериев тоже нигде не высказался, не сказал, что он имел кого-то другого в виду, что он имел там Абу Валида в этом комментарии, что он его упоминал. Он не говорит, что он зашел под публикацию, где обсуждалась доблесть Халида ибн Валида, и вдруг под этой публикацией неожиданно ему в голову пришло оскорбить Абу Валида, который был участником Чечено-Российской войны и погиб там в 2000-х. Что вот резко он подумал, что дай-ка я его оскорблю под публикацией о доблести Халида ибн Валида. Да будет доволен Аллах. То есть таких слов нету. Чингис, иллюзионист, утверждает, что это все ИИ, но в то же время он почему-то говорит, что там подразумевается Абу Валид. Но он не может нам объяснить, как он вообще его туда приплел, на основании чего. Если сам комментарий, если вот эта вся тема получается по утверждению иллюзиониста, она выдумана, высосана нами из пальца, то вообще как ты пришел к Абу Валиду, иллюзионист? Как это происходит? Как это я должен сложить этот пазл? Как я должен решить это уравнение? То есть мы не можем никак получить от него ответ. Только вот последняя публикация, где как бы тоже ничего нету, и нас просят просто ожидать очень интересного и в то же время очень смешного видео, которое нам обещал иллюзионист. Но его так и нет. То есть как-то после этого месяца простоя иллюзионист расслабился. Я не знаю, что с ним произошло. Возможно, отдых пошел не на пользу. Но что хочется в целом по этой истории сказать, добавить, что когда эти исламофобы, атеисты были только известные, так скажем, да, говорящие в Европе, то для кадыровцев эта тема просто... Они о ней никогда не забывали, с их уст она не падала, они постоянно об этом говорили и нас потыкали этими исламофобами. Плюс еще пытались и пытаются до сих пор сказать, что мы как-то с ними аффилированы, что мы их как-то покрываем. Но как только этот атеист появился в их команде, и не просто какой-то там, какой-то рядовой, а матерый такой ветеран кадыровец, то тут, короче, у нас ситуация немножко поменялась, и теперь, оказывается, нужно сделать все, чтобы отмазать своего исламофоба, который, кстати, я забыл упомянуть, после всей этой истории еще записал в наглую ролик, как он гуляет, видимо, у себя во дворе и зачитывает там стихи, строки из стихов, может быть, целый стих, не знаю, Омара Хайяма, творчеством Хайяма не интересуюсь, в котором явно прослеживается вот такой жесткий, большой, ничем не скрытый куфр, неверие, где идет отрицание рая, и весь смысл стиха сводится к тому, что его рай заключается в бокале вина. А Хамзат Эдельгериев вообще известен тем, что он любит посинячить, он такой известный синяк, и действительно тут, как говорится, человек сказал правду, его рай, может быть, действительно заключается в бутылке. Так что вот такая вот ситуация, друзья. Мы все-таки надеемся, что будет какой-то ответ. Ну и еще такой момент.
касательно изначально приведенных слов Апти Алаудинова, я Чингизу задал вопрос. Если бы к тебе в старый Атагиев приехал православный русский, выдал бы ты за него свою дочь или свою сестру? И в ответе он сказал, что я прибег к грязному приему, то есть он максимально возмутился просто одним вопросом, и так сквозь, не прямо, вот так, зауалированно говоря, что Всевышний нас накажет, даже решил пару угроз бросить, но что меня в этой ситуации удивило, и я это отметил, то, что когда Апти Алаудинов в цвет Климову ответил, буквально дозволив чеченских женщин, правоверных чеченских женщин, русским православным мужчинам, иллюзионист и вся его команда набрали в рот воды и ни слова не сказали по этому поводу. Но как только я ему задал вопрос, исходя из той основы, которую предлагает Апти Алаудинов, опираясь на его слова, я задаю ему этот вопрос, он возмутился даже вопросом. И вот я к тебе этот вопрос еще раз повторяю, иллюзионист. Если мой вопрос просто о том, что выдал бы ты за русского православного свою сестру или дочь, тебя он уже сам факт вопроса задел, если тебе вопрос уже даже неприемлем, то как ты можешь молчать, когда твой брат на пути Ахмада Апти Алаудинов дозволяет от имени нашего народа, он дозволяет наших женщин, получается, русским православным мужчинам. Я-то этого не сделал, я тебе просто задал вопрос. Я и наша сторона здесь, почти все, мы единогласно осудили эти слова. Для нас это неприемлемо. Мы говорим, чтобы Апти там своих отдавал, но ни в коем случае не говорил за народ. Но от вас-то этой реакции не было. А если вы молчите, то значит для вас эти слова, они приемлемы, значит вы считаете, что то, что говорит Апти, это нормально. Если вы даже критики не выразили. Я не говорю, Чингис, чтобы ты даже пошел и там как-то жестко по нему прошелся. Я не говорю, чтобы ты даже писал там те твои оскорбления и колкости, которые ты, например, мой адрес пишешь. Но ты мог бы хотя бы там, я не знаю, сказать, что мы не согласны с дорогим братом, просто хотя бы в такой легкой форме можно же было выразить это несогласие. Чего ты так из себя ревностного такого чеченского мужчину, там, ревностного мусульманина сейчас начал корчить, когда я тебе этот вопрос задал? А когда вот этот вот бич сидит там и говорит такие слова, которые вообще, я не знаю, там, услышал бы мой отец такой, он, я не знаю, перевернулся бы. Просто это неприемлемо было, просто это нельзя было вообразить до недавнего времени, а сейчас для вас это нормально, абсолютно. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалям. Мама, да чему ты удивляешься, если Апти сам уже давно замуж за них вышел? Какой им стыд? Мертвые сюда не имут. А этот Чингис, который, он же понимает, что если он скажет что-то в этом роде, то не только лишится своего места, а может быть даже и хуже будет с ним. Так какая разница? Я, конечно, понимаю вашу работу, и твою, и Тумсо, и очень ценю это. Тумсо, если честно, первый за 20 лет, кто начал говорить правду во всеуслышание. Но эти людишки, они потерявшие все уже. И лицо свое, и взывать их к стыду или чему-то, мне кажется, нет никакого смысла. Если действительно вот так вот просто подкалывать их, да, потыкать их вот так вот, как котят, знаешь, в дерьмо, тыкать и лицом в их дерьмо. Это я понимаю. А взывать их какой-то справедливости или этот вот. Люди, потерявшие все, что можно было в этой жизни, потерять их. Они не только выйдут из дочерей и сестер, они сами уже вышли. Так что это народишко уже пропащий. И они сами это знают. И жизненка их не жалко, держится ровно столько, сколько проживет плешивый Путин на этом свете. Как только он окочурится, этим людям придет всем конец. И настолько ненавидят и там, и здесь, и во всем мире. Потому что,
Предатели всех всегда не любили. Везде это всегда. Манкурты это самая отвратная, мерзкая такая прослойка населения на этой планете. Так что я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Что за повод, Мухаммад? Это вот эти как иллюзионист вы его называете. Из-за него эта суета, сегодняшний банкет. Валейкум ассалам. Как в своем этом последнем подкасте иллюзионист сказал, вы ждали. Вы ждали, а мы сделали, да? Мухаммад, а кто из вас слышал последнее вот выступление Хамбиева? Он там чуть ли не прослезившись рассказывает, в каких страшных боях он участвовал. Начал, как говорится, хорошо, закончил плохо, начал благодарить товарища Ахметку и его сына. А я не знаю, я не смотрел, что это, интересно. Это сегодня вышло, я смотрел сегодня, ночью смотрел. Хамбиев там, ну, знаешь, под такой, знаешь, под старую нашу чеченскую музыку. Шаичкери, Канту, Аня, меня дымок душа, короче, вот и 6 августа, вспоминаем 6 августа 96 года. Бину, а вот чудах кончаешь. Лези, вожи, короче, там вот он. И вот он, но у него скачет, мысли у него вроде правильные, хочет сказать, видно, что человек действительно в мучениях пребывает, потому что откроет он рот в другом стиле, ему его закроют навсегда. Но он вынужден так. И он же понимает все-таки, где собака зарыта. Он рассказывает, что вот, ну, про бои 6 августа, что вот там вот им очень трудно проходилось. И, короче, ну, и потом все, вот я же говорю, начал он хорошо. Там, и про Аслана Масхадова говорит хорошо, там, и это, и то. Что вот ему не подчинялись эти, потом пошли разношерстные Тобниш и так далее. И потом, короче, ну, как всегда, о великий солнцеликий, о хвала тебе и так далее. И понеслось Ахмад Хаш, короче. Ну, в общем, если бы не он, мы пропали бы. А сейчас мы вообще живем все при шоколаде. Половина нации разбежалась, лучших из нас убили. Живут, если, действительно, если кто-то живет, если так можно сказать хорошо, то это только они. Народ действительно угнетен. Его гнобят просто до неприличия. Про это он, конечно, сказать не может ничего. Но послушайте, есть сегодня выступление у него. Вот такую старую песню. По-моему, Али Димаева песня старая, чеченская. Послушайте. Я вообще заметил, у кадыровцев есть такая традиция, какие-то вот эти вот даты, которые связаны с именами Ичкерии. В этот момент, там, знаете, как из колоды достают там карты, но также там есть какие-то вот эти деятели периода Ичкерии, которые сегодня продались, и как будто вот так с погреба достают из колоды и типа давай вперед. Да, и хотят весь героизм себе присвоить. Типа, ну если бы не мы, то все. Ну, а что им остается? Они же прекрасно понимают, в какой ситуации они оказались, кто они такие, и кто те были, которых они действительно в те времена боялись. Мы что помним. Мы что помним, как они в Грозный боялись приехать. Мы что помним, кто был кто, и да и что там говорить. Тот, кто мужественно жил и прошел свою жизнь по-мужски, тот мужчинами в могилу сошел. А вот эти вот, не знаю, как эти существа назвать, которые Путина, Дейловин, Ашполнах, о чем можно с ними говорить? Эти люди настолько пропащие. Они и сами, у них на лицах это написано. Никуда им не деться все равно. Жизнь, она быстротечная. Просто про это быдло, про это не знает. Но все равно скоро узнает. Никуда не денутся. Всему свой час. Когда-то это должно же произойти. Я каждый каемж ежу его, что он себе там. Позднее сын, хит макет его, шен, хидек.
И причем ногчиш цахатыш, раскшаш бойдешь, на бош. Раскш, баш, масыбизуш. Они считают, мы тут мешками кровь проливали, а тут какой-то мальчишка пришел, у нас забрал весь, так сказать, наш доход. Это ж так оно и есть. Они же хотели все, знаешь, так вот гнобить наш народ, убивать дальше, получать с этого дивиденды свои, быть бенефициарами. А тут Володька взял, поставил вот этого. Потому что доверие-то русским генералам столько же, сколько и любому русскому пьяному мужику. Потому что это все одинаковые пьяницы. А этот не пьющий, жестокий, трусливый и очень, так сказать, исполнительный. Он превзошел все их ожидания. Начал уже даже инициативу проявлять, как нас уничтожать и унижать. Ну, всему когда-то приходит конец. Тут такая мысль ранее прозвучала, что чему удивляться там, то, что Апти такое заявление сделал. В самом деле удивляться этому стоит. Даже от них это звучит в новинку. Потому что бы ни говори, да, они манкурты, они предатели, но в нашем обществе все-таки сохранялось, да, я думаю, до сих пор в нашем обществе это сохраняется, вот это понятие, что ревность, да, к своим женщинам, там, не то, что там за православного русского, то вообще об этом речи не идет. Там выдача за другие нации, как бы мусульман у нас, это даже в обществе как-то не приветствуется. О чем тут говорить? Какие русские православные мужчины, которые вообще в религии даже этот брак как бы не дозволен. Вообще, как можно это представить себе? И когда вот такое говорит представитель пути Ахмата, это уже серьезный звоночек, то есть это уже Так ты другой посмотри левел. на него, Во-первых, он не вырос в Чечне. И он, во-первых, словоблуд страшный. Он несет такую ахинею иногда, не знаю почему, какие таблетки там жрет. Но он словоблуд жуткий и дебил, неглубокого ума просто. Они его тут как спикера, знаешь, высунули, как кота из мешка. Посадили во время войны это. Ведь он же провинился там с этим мэром Маргуна. И чудом в живых остался, потому что за него чекисты там подписались, привезли и забрали его. И тут началась война, и у него опять как кота из мешка вынули, и давай. И вот он несет всякую ахинею. А так, ну по нем же видно, это абсолютно уже обрусевшая дрянь, такая, которая, знаешь, ну ничего не чурается, ну абсолютно ничего. Он сам потому что замужем, и он прекрасно понимает свое положение. И никуда он от этого уже не деться ему. Все, он уже в медальках обвешан, все, так сказать, под ногтем у чекистов. Шаг лево, шаг право устранят при невыясненных обстоятельствах, как они говорят. Умрет, даже испугаться не успеет. И он это хорошо знает. И вот ему скажут здесь, а ну давай аптечка для показательности, давай, ну-ка быстро, давай, выдай замуж свою дочь. Он выдаст. И причем найдет этому оправдание и будет говорить. И человек, который говорит про какое-то войско Иисуса, ну вдумайся, какую ерунду он несет. Так что, ну, не знаю, я ничему уже не удивляюсь. Потому что эти люди, они первые нарушили все наши устои, которые веками длились у нас, и никто их не приступал. Они первые начали это делать. Они первые вели это все. И потому от них можно ожидать все, что угодно. И они это узаконят. Причем. И будут навязывать людям, что так и должно быть, что так раньше и было. Бахона харцу и на богой наш нам обух. Они много ничего ожидают. Эмма, если ты после того, как закончил говорить, микрофон не будешь выключать, у тебя шипение идет с микрофона. У меня? Да. Да. Друзья, если вы не можете говорить и хотите свой вопрос письменно задать, чтобы я его зачитал или озвучил вашу мысль, то просто пишите на канал здесь. Есть возможность у вас прямо писать на канал Абу Садам Шишани. И я увижу ваш вопрос и смогу зачитать то, что вы хотели бы здесь сказать, но не можете.
Вы можете тогда написать, я вместо вас это скажу. Бергман, какие там у нас новости по, как его, немецкому батальону? Есть? Батальон, Набор идет? я не знаю, честно сказать. Я перестал курировать это направление. И, кстати, вот этот вот с Кригером связан тоже такой фейспалм, это очередной у иллюзиониста. Когда этот Кригер находился тут в Германии, был членом партии АФД, альтернатива для Германии, в которую входят люди, явные исламофобы, устраивающие какие-то акции, где они там, вот в Коране так сказано, так сказано. Ну просто бывает у них вся война, вся их как бы вот эта вот идеология построена на борьбе там с исламом, мусульманами, мигрантами. То есть вот в такую партию входит человек и здесь как бы находится и как фрик начинает себя вести. И мы его замечаем вдруг резко, потому что в один момент иллюзионист пилит на видео, мол, вот там такой-то чувак сидит, говорит, что он там любит Германию и так далее. Вот мы, если бы что-то подобное сказали, вот сразу бы типа бегали бы, нас бы как-то потыкали этим. Что вы там, мол, типа, вот, ему ничего не говорите. И приписывают его к нам. Мы раз этого чувака видим, смотрим. Оказывается, наш товарищ-то вообще не наш, не наш оказался наш, а он, оказывается, их чувак, и ему там в комментариях оставляет слова поддержки Хамзат Кадыров, племянник Кадырова, Хамзан. Мы это тоже отмечаем, и потом иллюзиониста спрашиваем, ты что, друг-то, давай, ты походу немножко у вас friendly fire произошел, ты не туда, короче, не туда развернул свою гаубицу. И все, полный штиль. Теперь этот чувак дома тусуется, теперь куда-то там поехал на фронт, по всей видимости, я не знаю. Ходит там, тоже дальше вот эту свою деятельность фрика ведет. Нацепил на себя какой-то патч, на котором икона написано «Мы русские, с нами Бог». Создал, короче, какой-то немецкий якобы батальон, что ли, группу какую-то немецкую. Я думаю, я там ничего не создал. Ну Просто, да, ну я просто говорю то, просто что там создум. проявляется с его слов, как бы мы это сейчас говорим. Это не факт, не суть важно, как говорится. Смотри, Но приход, знаете, что я хочу? Дай-ка мысль закончу. Вот это все чувак ходит там, делает, и ни слова нету от иллюзиониста. То есть все тем, чем он нас попрекал, говорил, вот, мол, там, нацисты, туда-сюда, там, вспомнил про эту, как его, мировую войну, короче, там, что немцы сделали. И раз он приезжает домой, оказывается, это был свой, и сейчас все, что он делал, его эта партийная принадлежность, все это как бы ему прощено. Нету у нас политического подкаста без названия с Кригером. Никаких претензий нету к Кригерам. Вот интересная такая у кадыровцев. Интересный подход у них. Если свой атеист, то уже не такой уж и атеист получается. Если свой нацист, то тоже как бы не такая уж проблема. Главное, чтобы был на пути Ахмата. Вот самое важное это кричать Ахмат сила. там момент такой, вот это то, что ты сказал насчет немцев Второй мировой, такой интересный момент там получился у него очень Гиза, когда он говорит, они же нас убивали, там еще что-то. Но это смешно звучит, когда русские убивали, не то что убивали, прогеноцидили, а тут ты как бы, тебе по сути норм. Ты молчишь, претензий не предъявляешь, и вспомнил там немцев, которые, они не пришли именно чеченцев убивать там, или вообще они, нету никаких данных, что они чеченцев собрались убивать. Они пришли вот Беларусь, Украина, как бы, да, вот Россия.
Вот, и то там, ну, как бы это нужно еще кто куда пришел, но это другой вопрос. Но суть в том, что как бы тут ты вспоминаешь что-то меньшее, как бы, ну, 70 лет назад. Да, Бергман, просто прикол-то в том, что даже если опустить вот все это, там, Россия, геноцид и так далее, все опустить, чисто взять его слова, согласиться, окей, вот, да, немцы такие плохие были, пришли и там убивали и так далее. Ну вот, чувак теперь приехал к вам, там, дарит кортики со свастикой Дудаеву, и все нормально. Почему-то все те претензии, когда ты думал, что он наш, которые у тебя к нему были, они куда сейчас делись? Куда это все растворилось? Почему нет реакции? То есть у них вот такой вот подход. Главное, чтобы ты был на пути Ахмата, и неважно, на каком ты параллельно еще пути находишься, главное, чтобы у тебя путь Ахмата был. Это называется близкий по классу. Чем хуже, тем лучше. Вот почему. Эти же люди не ищут никакой справедливости. Все это продажные твари. И этот кортик, который принес. Ну, они же кого угодно переобуются. Завтра придет другая власть, они другую будут. Вот какую угодно, не знаю, вот пройдут, ну, тут какие-нибудь там вообще, не знаю, буддисты. Они буддистами станут запросто. И будут доказывать, что это самая истинная вера. Нету у людей никакой ни убеждения, ни веры, ничего. Так что удивляться, чего они делают, не стоит, мне кажется. Просто да, надо указывать им на их промашки. А так, ну, этот иллюзионист, посмотрите на него лицо. Это же тупой. Он же тупой просто. Он даже предложение поставить не может. Вечно путает в словах своих. Ну, идиот, который тоже плохо кончит. Кстати, еще такой момент, Тумсо закидывал сейчас Даудову напоминание о том, что он шнырь. Субхана, меня удивляет. Человек вроде бы чиновник. Уже у него такой, скажем, тернистый и долгий путь был к тому, к чему он стремился, да, к тому, что он сегодня имеет. И неизменным его жизни реально остается то, что несмотря на свою должность, несмотря на то, в каком он возрасте, несмотря там на погоду на улице, он должен стабильно стоять и поздравлять женщин из дома Кадыровых с их днями рождениями, там, не знаю, с праздниками. И все это он должен делать с букетом цветов. Это поразительно. Насколько вот, Даудов, ты не уважаешь себя. Всю свою жизнь как можно вот прожить вот так вот? Вроде бы второе лицо в республике. И все равно стоишь с цветами и поздравляешь женщин из дома Кадырова. Прирожденный шнырь, попробуй не поздравить. Тут же горько себя пожалеет. Вот он и будет. Он на большее не претендует. Он же сам знает, сколько он стоит. И любой из них знает. Они все прекрасно. Кто помнит картину, когда там 3 чекистских генерала приехали к Кадырову, как они, развалившись в креслах, лежали, и как вел себя нервно Кадыров. Вот оно, его истинное лицо и его истинное положение. Они же прекрасно понимают. Они никакой власти не имеют. И ничего они не имеют. Вот как только Володька окочурится, ему ихнее место сразу укажут. Потому что их сметут просто. Они даже испугаться не успеют. Это быдло про это не знает. А русские веры, сами понимаете, сколько есть. Русские как были жестоки, они во ушам убушкаются. Они друг друга жрут прям. Просто. Это же людоеды, настоящие людоеды. А этих они вообще ненавидят. Тем более они знают, что они предатели. Им всем конец. Вот потому, а Даудов, мы же знаем его историю. Он купил свою жалкую жизненку именно таким путем. И вот за это держится. И теперь, чтобы устоять, удержаться, и еще и тем более быть там на таких вторых ролях, там, или каких-то, ему приходится вот так вот выслуживаться, выкаблучиваться. Ему завтра скажут: одень стринги, давай станцуй нам стриптиз с цветами. Он это сделает, абсолютно не видя в этом ничего дурного.
Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Ва алейкум ассалам ва баракатух. Брат, вы не понимаете, это любовь к матери. Это все хорошо. Тумсо почему молчит, я не понял. Не понимаю. Я просто не Салам алейкум слышу. warahmatullahi wabarakatuh. Я Валейкум молчал, ассалам. чтобы вас не перебивать. Слушал вас. Недавно зашел. Валикум ассалам, Тумсо, как? Альхамдулилlah, все хорошо. Я один момент хотел дополнить, когда Мухаммад хронологию рассказывал. Там еще такой важный момент был, когда они очень активно провозглашали и вели работу якобы против этих исламофобов. И после того, как этот Эдельгириев Хамзат написал этот комментарий, и мы его как бы показали, эта вся работа буквально на неделе, там, 2-3, вот до этого подкаста, она просто прекратилась вся. Вообще ни один из его миньонов, ни одного поста на эту тему. Вот все они просто заглохли. И вот это молчание они выдерживали на протяжении нескольких недель. Видимо, настолько там тяжелая была у них ситуация, они решали, что нужно делать дальше, как им быть. И затем уже уходит этот подкаст, и параллельно с этим подкастом начинают сначала как-то, по крайней мере, публично не аффилированные с властью спикеры начинают что-то говорить, делать против этих исламофобов. А миньончики, представители как-то этой власти, там, аффилированные с ними, они молчат. И потом, только после того, как этот подкаст проходит, они снова возобновляют свою работу. Это тоже очень, я думаю, важный момент, на который нужно нам обращать внимание. А это все очень просто объясняется. Как бы не допустить политической ошибки, как говорили в советское время. Знаешь, пока отмашка сверху не пришла, они же от себя не могут нести. Вот как им сказали, все, так и готовишь. А у Мишки-то у них скудные у всех. Чтобы придумать текст, знаешь, вот и 2 недели у них ушло на это. Да и все равно ничего внятного-то не сказали. А безбожники они все. И причем от них, видимо, эта ветвь пошла здесь по Европе. Не знаю, интересно вам или нет, но вот есть такой один, я его Д'Артаньян называю, такими закрученными усами. Такая скотина, такое несет страшное. Вот. Мне кажется, все это цепи одной, то есть звенья одной цепи все. Они, значит, одинаковые людишки все. Иллюзионист, если ты думаешь, что ты уйдешь от этих вопросов, их мы тебе не будем задавать снова, то ты ошибаешься. А тебе буду в кошмарах сниться с вопросом о выдаче своих женщин за русских. И Хамзат Эдельгириев так и будут преследовать тебя всю твою жизнь. Кстати, и по поводу этого Panasonic, Соника, иллюзионист тоже какой-то у тебя не совсем получился корректный ответ. Причем тут, если Соником ты меня хотел назвать, то причем тут цена Panasonic, я не понял. У тебя, видимо, в голове какие-то рандомные слова генерируются. На камеру, когда включаешь, ты их выпуливаешь как-то вообще без обдумывания. В принципе, как и про Абу Валида. Про Абу Валида, кстати, там вообще сама подводка была у них первоначальная, очень интересная. Они рассуждают о комментарии под видео о сподвижнике Халиде ибн аль-Валиде, да будет доволен Аллах. Рассуждают о комментарии, которого якобы не писал Эдельгириев, потому что это все и это я сфабриковал. То есть вот в таком контексте идет обсуждение, и вот обсуждая это, внезапно Акраман говорит: да, кстати, давай вообще упомянем, кто такой Абу Валид. И тогда на это отвечает иллюзионист, он говорит: да, Абу Валид это вообще, он финансист у Хаттаба, он там что-то бла-бла-бла. То есть вот так. И как еще можно было это понять? Потом он же обвиняет Мухаммада в том, что ты типа вот, значит, подмену сделал. Я говорил об этом, а ты о том. Ну, а
А как здесь иначе можно было вообще это понять? Как нельзя, как можно было не задать тебе этот вопрос, если он вот таким образом, его имя было там произнесено? В контексте конкретного обсуждения. Тумсо, Валай, меня знаешь еще, что поражает в их деятельности? Они же монтируют этот подкаст, и я думаю, наверное, кто-то его прослушивает. Но, по всей видимости, или этот кто-то настолько тупой, или же его реально как-то не прослушивают и просто закидывают плюс-минуса. Даме гарерараме. Но в этом моменте действительно, хотя бы если бы они как-то бы более углубленно бы это объяснили бы, я не знаю. Ну, реально, вот, когда ты смотришь их подкаст и вот его прослушаешь, ты не можешь понять вообще, в какой момент там речь зашла о финансисте Мира Хаттаба. Вот просто это... Там нету какой-то причинно-следственной связи. Вообще, у иллюзиониста я заметил после этого месяца простоя, у него с ним что-то не так. Походу, нужно Кадырову задуматься о том, чтобы возвести на престол новую звезду. Да, он сильно затроил, на самом деле. Он, по всей видимости, недооценил этот косяк. И теперь он не знает, как оттуда вообще из этой ситуации выбраться. Поэтому то он что-то обещает, то он истерично в оскорбление кидается, то у него истерический смех какой-то не в тему, то он какой-то бред несет. Я говорю про этого, значит, вы говорите про того. Да понятно, что, окей, ты уже объяснил, про кого ты говорил, но ты не объяснил, с какой стати ты про него вообще начал говорить. И после, вообще на монтаже бывает так, что ты видишь какие-то ошибки, но ты не считаешь нужным. Ну, то есть эта ошибка, она бывает незначительной. Ты понимаешь, что, допустим, это слушатель поймет, что это была именно ошибка. Вот, например, в этом чате так будет. В этом чате, когда Мухаммад рассказывал эту хронологию, пересказывал, он там ошибся с именем, он говорит, но на это нам Халид ибн аль-Валид так и не ответил. Допустим, понятно, что он не хотел сказать, что Хамзат Эдельгириев не ответил. Но вот сейчас он, когда на монтаже будет это переслушивать, он эту свою ошибку увидит. Но он ее, скорее всего, оставит. Потому что любой слушатель поймет, что это именно ошибка. И любой слушатель поймет, кого он имел в виду. Но там, где иллюзионист, допустим, говорит о Халиде, а точнее, о Абу аль-Валиде, якобы финансисте Хаттаба, там нет вот этого момента, когда он сам даже может понять, в какой момент он на него переключился. И с какой стати он вообще на него переключился. То есть это не та ошибка, где ни слушатель, ни он сам, ни участники этого процесса, ни монтажеры, ни, значит, Хамзат Эдельгириев, никто вообще не может понять, как он в это уравнение вел Абу Валида. Да, то есть это не из той категории, когда ты там оговорился. Вообще нет, это вообще не оговорка. И это его, и как бы именно это его и погубило. Вот, допустим, вот прицепится Чингис, допустим, к этой оговорке Мухаммада. Вот он просто скажет, ну оговорился я там. Это была просто оговорка. Все, вопрос будет снят. Но он это сделать не может. Он не может сказать, а я просто оговорился. Потому что там он именно смысл туда вкладывает. Он вкладывает смысл, мы же понимаем, что он хочет вложить смысл, что в комментарии которого якобы не писал Хамзат Эдельгириев, он его на самом деле писал, но он имел в виду не сподвижника, а с финансиста Хаттаба. Он же это хотел сказать. Но теперь он понимает, насколько это абсурдно, это утверждать. И он и утверждать это не хочет, и комментировать это не хочет. Он хочет просто, чтобы мы это забыли. Давайте поговорим о чем-то другом. И вот он всячески сейчас и молчанием, и игнорированием, и истерией, и оскорблениями, он хочет увести эту тему. Например, давайте поговорим о мечети, которую не посещал Тумсо, и теперь я тоже, в течение 10 лет. Ни одной европейской мечети, которую почему-то, когда это Чингиз это заявление делает, у меня Да, вот, ощущение, что Чингиз у меня дома живет 24/7 и именно проверяет меня на
на посещение мною мечети. Вот что за бред? Вот я ему этот вопрос тоже задал. Вот как можно делать такое утверждение, потом еще меня упрекать в том, что я якобы избирательно отвечаю на вопросы? Ну как я могу спорить с его фантазией? Как я, иллюзионист, могу спорить с твоей фантазией? Ты берешь себе, делаешь какие-то утверждения, выдумываешь, как бы высасываешь, как ты сам говоришь, из пальца, как ты сам на этом подкасте сказал, хочешь что-то вбросить, понимаешь, вот это вот инфополе, чтобы потом это стало инфоповодом. Ну, это инфоповодом не станет, потому что, ну, плевать, наверное, кто хотел там, что я посещаю, что я не посещаю, понимаешь? Вообще, это же мое дело, иллюзионист, понимаешь? Ты это вообще не можешь никак контролировать. Это между мной и моим Господом. Все, на этом это закончено. Ты вообще не можешь знать, понимаешь? Ты никак физически не можешь эту информацию этой информацией обладать. Но я заметил, что у вас есть такая, периодически вы пытаетесь, по всей видимости, узнать, в какую там мы ходим, с какой периодичностью мы ходим. Наверное, вам очень сильно хотелось бы добраться до этой информации. Я понимаю, она для вас очень ценная. Но, иншаллах, вы эту информацию не получите. И, кстати, иллюзионист, вот в твоем последнем посту ты там что-то пытаешься нас в высоком ЧСВ упрекнуть и так далее, и говоришь, что якобы нам придется подождать. Ну, я понимаю, что ты, наверное, знаешь, что я твой самый преданный подписчик и ценитель твоего журналистского таланта, но помимо меня же ты еще, наверное, другим людям обещал то, что будет очень интересное и смешное видео. Навряд ли это обещание заканчивалось на мне и на Тумсо. Ты прямо обращался и обещал, иллюзионист, обещал, что будет очень интересное и очень смешное видео. Ну, получается, ты своих подписчиков обманул, и одним из тех, кто сегодня вынужден смириться с твоим обманом, это я, твой самый преданный подписчик. Еще такой момент. Он в ответ мне записал 18-минутную голосовую запись, в которой у него то же самое. Он начинает сначала за здравие, потом заканчивает за упокой. Вот так вот с одного в другое он переходит. И в этой голосовой записи он говорит о том, что мы якобы тут в Европе, у нас нету маршала свободы, мы тут якобы не можем свое мнение высказать. Там, он имеет в виду этих атеистов, потом там детей отнимают, там статусов, говорит, решают, там чеченцев убивают, вы там ничего сказать не можете. Но тут хочется отметить, что да, действительно, там где-то присутствуют эти проблемы с отъемом детей. Никогда здесь никто это не скрывал. И да, есть такая тут проблема. Но эта проблема также освещается, об этом тут говорят. Здесь есть как бы и адвокаты, эти кейсы как бы они ведутся. Но это не да, как бы какая-то политическая или общественная деятельность. Там каждый случай индивидуально рассматривается и так далее. Ну вот по остальному, все, что ты сказал, вообще как ты можешь нам что-то предъявлять о том, что у нас тут свободы слова нет, мы не можем тут высказаться, нас там какие-то спецслужбы, ты говоришь, курируют, мы свои слова, действия должны согласовывать. Вот ты сидишь и не можешь даже
не побрить свою голову, если твой падишах ее побрил. То есть ты даже своим волосам не хозяин. Ты абсолютно, бывает, такая стопроцентная марионетка. Я даже больше уверен, что если бы в каких-то моментах решение принимал бы ты или кто-либо другой там, будь то тот же даже Дудаев, то, может быть, вы бы какие-то ошибки, которые сегодня совершил вот этот вот тупой диализный придурок, вы бы их не совершили бы. Но ты вынужден, то есть все, что этот человек скажет, там он там академии какие-то операции провел, а два слова связать не можешь, какую-то чушь он говорит, ты своей лысой башкой сидишь с открытыми глазами, как будто у тебя мана небесная льется в рот, так сидишь и киваешь, и вот это вот слушаешь, как полнейший дебилоид, и даже не можешь сказать, йоу, хупалбюс, о чем ты говоришь вообще, ты кол хосеюртовский, какие операции, какой академик к черту, то есть ты вынужден вот это вот все слушать, а потом еще за ним все это подчищать, понимаешь? И ты пытаешься нас упрекнуть в том, что у нас какой-то свободы нету. Мы тут, в отличие от вас, наверное, имеем абсолютную свободу, вот в отличие от вас. И ко всему к этому ты еще пытаешься туда подвести какие-то спецслужбы. Опять вот из этой категории, знаешь, информации, которой ты просто вот даже при всем твоем желании ты не мог бы и обладать, понимаешь, если это было бы даже так, ну откуда бы ты это знал? Приведи хотя бы какие-то косвенные доказательства своим словам, а не просто вот там вылетело слово и все, ты про него забыл. Пообещал нам интересное и смешное видео и забыл. Надо же хоть когда-то что-то доказывать, то, что ты говоришь, как-то обосновывать эти слова. Просто обвинения сыпятся, но никакой как бы аргументации под этим нет. Кстати, Думстой, вот этот момент по поводу тысячи атеистов, целые партии атеистов тут в Европе, исламофобов. Это просто настолько наглое, лживое преувеличение. Никто тут не преуменьшает тот вред, который эти люди как бы с собой несут. Но о каких тысячах идет речь? Тут есть вот эти вот пару говорящих голов, и на этом как бы эти упомянутые вами тысячи заканчиваются. Там, которые за какими-то левыми никами прячутся люди, их там добавьте пару десятков. Ну, это максимум, который там может быть. От того, что там вот эти вот маргиналы объединились, там, парочкой в какую-то партию, там, назвали себя какой-то группой, их количество тысячей не стало. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Массарда окчучарк. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи сенсей. Худа где нашел? Тахан. С ноги вырывается сегодня голосовой чат, ваш эфир. Выражение шмается та машина ца. Мухалч. Идиотский, действительно. Чингиз, это идиотский выражение, что они пользоваться фундат. Это умных и это что кринжовый олец на современном этом. Кринж на кринже укхава. Да, вот здесь отцу ах шушуцига. Воссуну ее. Хотя бы, ну, что сценарий я здесь серьезно, да и подход он совершает дело, чтобы хотя бы соперничество парировать было интересно. А то вообще детский темно, что детский-то ути. Например, Panasonic, пара. Да, вроде бы серьезная контора, там бюджет, когда
серьезно подход, бадарак, от физиономии, цене, серьезно, хараяцик, подход. Вот Акраман, Эминьон, вот Атамыши. Это Милварцер главный. Туда его, Ахмедик, Корея. Ахмедик, давай, каши. Шикрин Джон еще вообще того. Апчешь хотя бы серьезно бед, молодец, с подходом, а есть конкретно, да и еще вообще я даже не знаю, как-то даже за них стыдно, да и за оппонентов Олецна, хочется каких-то достойных, что ли. Это как раз-таки и стало причиной того, что он сегодня занимает свое кресло. Мы и сделали из него директора ЧГТРК «Грязный». И, видимо, он в этом кресле как-то сейчас чересчур уютно сидит и на рабочем месте засыпает. Да, ваша эдация, соном сахата, вообще детский сад. Просто я раньше не следил за его деятельностью, но в последнее время это вообще попричастливается, но тем не менее стыдно гнаться за них. Нет, ты, видимо, забыл времена, когда Тумсо какой-то ролик снимал, он там на завод ехал куда-то, какие-то интервью снимал, пытаясь это опровергнуть. И так-то это на самом деле было очень интересное время наблюдать за этой деятельностью. Да, Цундел, Чингис, давай просыпайся, Миньон, давай, вообще, не в тему, вон, вообще, мохалч, как будто мультик какой-то детский, да, сел и сидит, хуерец, советский мультик, era Щипацан, Джеки Чан. Мухаммад, меня слышно? Да. Почему бы тебе не сделать ему вызов на диспуты? Я думаю, всем это интересно. Я думаю, уже настало время, чтобы поставить точку на его карьере, так называемой. Да вообще без проблем, просто как этот диспут будет проходить, на какой площадке. Если диспут подразумевается то, что у меня с ним было в прошлый раз, я зашел к нему в комментарии, в которых настолько сильные ограничения. Ты не можешь записывать голос, ты можешь только писать. И плюс даже эти сообщения, между ними он поставил интервал, я не помню, 2 минуты что ли было. Надо выжидать, и только после этого ты можешь повторно писать. Но даже в таком формате он меня заблокировал в комментариях, до сих пор я у него все Не, ну это понятно, что на его площадке это будет бесполезно. Я имею в виду, как Тумсо ты делаешь в Ютубе видео, вот этот эфир, там приглашаешь его, дадите ему время столько, сколько ему надо. Да вообще без проблем это можно было бы сделать. Но... Сделав вызов, я думаю, он начнется более-менее Не, уже. он не пойдет на это просто. Он не захочет на это пойти. Он даже на вопросы не отвечает. Сколько раз мы их звали в эти же эфиры. Они же вот в этом эфире 100% там кто-то из них сидит, из его миньонов. Тот же Акраман, который его напарник, он там говорит, я там мониторил телеграм-канал Томсо, там вот он такие посты делает. То есть они-то постоянно смотрят, наблюдают, там, пытаются что-то из чего-то вытащить, там, может, получится как-то прокомментировать коряво хотя бы. Они свою-то там эту работу его миньоны пытаются вести, но именно на какой-то на прямой какой-то диспут, я думаю, он никогда не пойдет. У них после того, как у этого Пончика кардан пробило в этом отеле в Дубае, в Атлантисе. После этого, короче, почему-то жестко они назад заднюю сдали. Они даже перестали залетать сюда в чаты. Потому что они раньше залетали и могли что-то сказать. Иногда они просто, если вот, Эхшбат, вот ты здесь бываешь, был раньше часто, ты, наверное, помнишь, когда они заходили в чат, они сразу что-то выпуливали, какую-то
ересь, да, выплюнут какие-то 2-3 оскорбления, в лучшем случае, которые чисто тебя касаются, а в худшем там на мать, на отца и вот так вот. Ну вот когда вот этот случай произошел с Адамом, с Шахзаде, то после этого это прекратилось, потому что любая сейчас такая попытка, сразу им идет напоминание о этой не совсем, в кавычках, лицеприятной истории, если можно так мягко сказать. И, видимо, после этого они решили, что лучше мы не будем посягать на честь их родителей, чтобы они потом не напоминали нам о этом интересном происшествии. Чтобы они согласились, я думаю, тебе нужно им сказать, что вот на тему Тумсо и Тустама мы не будем говорить, фору им дать, чтобы Вообще без не... проблем. Вообще можно было бы это табуировать. Просто проблема в том, что даже у него в комментариях я эту тему поднял после того, как он начал поднимать всякие вот эти вот спальные темы. Он переключился там на Тумсо, там кто там был, там те напали, туда-сюда, вот на эту тему он начал говорить. И я сначала его хотел вернуть в русло нашего диалога, но когда он уже не может выдержать по теме говорить, то они кидаются в другие темы. Я просто, знаешь, о чем думаю, что даже вот мне-то этот диспут, в принципе, с одной стороны интересен, но очередной раз докажет его уровень. Но с другой стороны, я понимаю, что в нем какого-то смысла, смысловой нагрузки будет вообще мало. Там вот начнутся вот эти вот его споры с его фантазией. Он будет делать утверждения там, я не знаю, вот то же самое, что он сейчас повторяет как мантру, там, мечеть, я не знаю, там, работа на согласование спецслужб, там, почему вы там не боретесь с атеистами, их там тысячи, и вот все, вот он сказал, что их тысячи, я должен вот принять этот аргумент, и он будет там утверждать, да, вот, вы не боретесь, ну, что ты подразумеваешь под борьбой, что ты хочешь сказать. Потом дальше вот эти вот их закидоны касательно того, что вы там с ними хорошо разговариваете, кричите, даже не оскорбляете. Кстати, этот момент забыл упомянуть. Дикту Дагдиан. Прикинь, он на полном серьезе заряжает. Они, говорит, к вам зашли, и вы их, говорит, мол, даже не оскорбляете. То есть, прикинь, он думает, что если сюда вот сейчас в чат зайдет какой-то атеист, не будет оскорблять религию, и он нам, там, мы неизвестен, да, тем, что он там где-то на открытых площадках оскорбляет. Таких-то мы здесь даже слова не даем. Это понятно, это само собой, разумеется, никто даже с ними тут не разговаривает. Но заходит человек и хочет с нами там подискутировать, и я ему еще говорю, он-то по конкретный случай говорит. Тот чувак вообще говорил, что он себя мусульманином считает. Я говорю, хотя мы его таковым не считаем, потому что он там в вопросах предопределения у него там конкретные проблемы были. Но это не суть сейчас. Ну, то есть человек заходит, нас не оскорбляет и просто с нами хочет подискутировать. Но мы с ним дискутируем. Зачем оскорблять? Вообще, что это за тупая постановка? Я не знаю, вопрос или утверждение, наверное, да, это. Что это за такое? Вы даже их не оскорбляете. А ты что, любого человека, который, я не знаю, там является не мусульманином в нашем понимании, ты его что, оскорбляешь сразу? Потому что он, если не оскорбляет религию, не оскорбляет нас, то какого черта мы должны его оскорблять? Таким макаром ты должен любого не мусульманина оскорблять? Вообще, ты что несешь? Вот иногда такое может сморозить, что хоть стой, хоть падай. Tunda baas отсюда бюджеты цены от съехали, чичная присекsekoroities, са более-менее дикции нормальные, лучше следить тешь, как бы, ще алхитим хело, разрешен тях дуишь, са контролировать тешь, са более серьезный подход уж. Я не знаю, это ليش تتجوز أو شي حقيقة الله ناخذ عن يوقع غير مبات. это что-то сдулся конкретно.
Чингис что-то расслабился, да, Асмабал, за тебя это кринжуют люди, кринжи ловят от тебя. Я думаю, что тут дело даже не в таланте. Я более чем уверен, что талантливых людей-то там, наверное, немало будет. Может, в самом ЧГТРК работают именно как журналисты талантливые люди, но они как бы в таких рамках, так сказать, на стороне зла, что в принципе проявлять свой талант там не имеет никакого смысла, и это вообще невозможно. Так как вот я, хвала Аллаху, не вынужден находиться в такой ситуации, но я примерно представляю, вот я, прикинь, каждый день должен находиться в ожидании того, что какой-то дебилоид полностью бывает отрешенный, который, вот, я не знаю, такой дурак, такой идиот, я не знаю, вот, полный дебилоид, он что-то скажет, и я это потом должен как-то обосновывать. А он может сказать такую чушь, вот просто она, она не то что неприемлема, она вообще какая-то невероятная фантазия. Он может там 1500 человек разогнать, там, про какую-то мину на поясе у себя рассказывать про какие-то операции, какой он академик. И я потом это все должен разгребать. Он на самом деле находится в такой ситуации. И я думаю, что вот эта вот вся ситуация, он даже если, может, когда-то и пришел к этой должности, там у него была какая-то мечта быть журналистом, то, в принципе, со временем он тоже начал деградировать, потому что все-таки свои таланты, их тоже же надо как-то развивать, свое ремесло, ты его как-то точишь, оно у тебя, не знаю, как-то обостряется, да, со временем ты какие-то вещи начинаешь лучше осмысливать, лучше подходишь, там, у тебя анализ становится лучше. Это как бы так работает. Но когда ты вынужден вот в этом болоте, как лягушка какая-то, барахтаться, то, соответственно, у тебя и твой КПТ тоже падает. Но ты же говоришь, что он раньше какие-то там, какую-то суету наводил, что как бы... Я просто не следил за ним раньше. То, что я вижу, это последнее, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Да, безусловно, и раньше он был активным. Это не значит то, что там была какая-то правда или там честная журналистика. Пусть меня простят журналисты, что я вообще как бы называю его журналистом. Это все в кавычках, друзья, запомните. Это вообще никак не связано с журналистикой. А тем более той журналистикой, которой он занимается. То есть он же преподносит себя как какой-то журналист-расследователь, да, журналист, который говорит на там, политические темы. У журналистов есть свои какие-то конкретные правила. То есть журналист это же полноценная профессия, этому человек обучается, там, он не говорит, там, если есть только один источник, а если говорит, то он обязательно это упомянет, что там один источник. То есть у них есть целый свой такой кодекс, да, журналистов, то есть это для них очень важно. Как у врача есть там, его обучение, там какая-то сертификация, вот точно так же у журналистов есть. Сейчас вообще, чтобы вы понимали, дело не в этом, это другой случай. Но в целом с его стороны была какая-то активность, то есть он пытался вот казаться, а теперь он даже не пытается казаться. Сейчас у него вообще какой-то новый, новая волна у него. Эти подкасты, которые он что-то тоже сейчас решил выпускать, по всей видимости, реже. И последний подкаст вы сами видели. К сожалению, это уже полный провал. Ну, в таком случае надо выделить как бы статью бюджета их организации. Послать пацана как бы на переподготовку в Москву, что ли, к Скобеевой или кто там этот, как его, этот полники раньше был. Леон, нет.
Киселев, что ли? Не Киселев, да, и Киселева можно. Это другой, который орет постоянно. Как его звали? Соловьев? Соловьев, да, Соловьев. Вот, пускай едет тогда на переподготовку, а то что-то говорю, парировать, то как бы, как ты говоришь, лениво. Панасоники, Панасоники. Вот если сравнивать их Соловьевым там с Кобеевой, то Соловьев Скобеева это уже такая профессиональная пропаганда. То есть у них есть выдуманные там фейки, конкретно поставленная задача. То есть их подход вообще он гораздо грамотнее. И у них все продумано, то есть та аудитория, на которую они вещают и так далее. Эти как бы тоже пропагандисты, но эти вообще такие любители. Они пытаются что-то как-то, но очень слабенько у них получается. Не могут они затянуть. Но мне кажется, это еще проблема в том, что с нашей стороны, что ни скажи, как бы именно вот эта вот информационная деятельность, она неплохо у нас она получилась. Хорошо она идет, у нас много есть разных групп, разных организаций, которые хорошо освещают проблемы. И поэтому, я думаю, они не справляются. Хотя, как ты сам сказал, там бюджет есть. В принципе, если бы Кадыров бы этот бюджет не выделил бы, может, я бы подумал бы, Кадыров, над тем, чтобы как-то структурировать вашу пропаганду. Против Тумсо парировать буду, да? Да, жестко ролики начал пилить. Да, перед мировым сообществом, яхтом, там, оппозиция, там, пропаганда, там, собственно, вот эта тема, короче. А свои в руки возьми, а то действительно вот, представлять, вот наш, вот эта чеченская, короче, пропаганда. Стрёмно даже представлять ее, да и щебак, а это конца у Panasonic ищите. Считай, что предложение Мухаммада, отошли им, скажи, вот давайте, я буду, короче, против Тумсо, у меня есть, короче, план, все такое, структура, наберу идейных сотрудников и будем против Тумсо. А снова потом как-то представлять будет даже интересно людям. Вот оппозиция, пропаганда вместо. Ну, в принципе, да, ясно, все в тартарары идет. Тут глобальная, как бы, глобальная, третья, мировая намечается. Ну, я так утрирую, но, в принципе, движухи посерьезнее идут в мире. Так что, Милора, Чингис, напрягается что Кстати, иллюзионист, вот еще один момент я по ходу пьесы вспоминаю, как говорится. Ты в своем ролике говорил о том, что у вас есть какие-то там материалы, которые касаются нас, но вы не можете их опубликовать, так как они не только нас опозорят, но и весь чеченский народ. Я тебе по этому поводу тоже отвечал. Сейчас я еще вспомнил, что и Иудов там с Тумсо в разговоре угрожал там подобными же материалами. Но столько времени, иллюзионист, прошло, столько лет, никаких материалов нету. Ты сейчас сделал вид, как будто вы беспокоитесь там о судьбе чеченского народа, якобы вы их не выкладываете, потому что эти материалы опозорят весь чеченский народ. Вот как ты вообще, у тебя язык поворачивается такое сказать, когда вы на весь этот мир выложили ролик, как вы посадили на бутылку чеченца, пацана молодого. Ваш муфти это еще запечатал печатью, типа, нормально, так можно. И почему-то вы не боялись какого-то позора. У вас вообще не было никаких мыслей, что вы как-то опозорите тем самым народ. Вы не переживали о репутации, ни о чем. Но вот эти материалы вы почему-то так переживаете. Иллюзионист, Иудов, опубликуйте эти материалы, покажите, что это.
Я вам зуб даю, что переживет этот чеченский народ. Этот позор переживет народ наш, но зато вы сможете нас опозорить. Как бы эти угрозы кидаете. Сколько можно вот эти вот под пустословием заниматься? Материалы там, вот экочер, вы гордишь, вождишь. Постоянно какие-то ваши эти беспонтовые, пустые угрозы, которые заканчиваются тем, что одного с молотком отправили по направлению, другого с его же глушителями, пистолетом отправили в том же Es направлении. Балконов, кем есть он, Сонтал Яранес. То есть там они хотели, короче, спародировать то, что вот этот, как это, табакерка, да, вот этот Троцкого убили в Америке. Ледоколом. Да, да, да. Вот эту тему они как бы хотели как презентовать, да, так мощно, вот мы тоже вот так вот, как Сталин, поступили. Там же можно было запросто ножом, да, пробить там грудь, я не знаю, или что-нибудь такое. Нет, они вот хотели вот повторить такую тему. И вот обломались. Тапанты, да, вот, даже на такой миссии они хотели вот на понте конкретно, вот так вот тоже ледоколом. Я же говорю, там было много вариантов. Просто одним ударом человека убить. Нет, там, короче, вот именно по молотком, вот это вот символически, да, и типа, короче. А может вообще хотели с ледорубом прийти, но просто он не продавался. Ну, ну да, в принципе, Цундер Моба это практически практически тот же инструмент, там чуть-чуть. Не, на самом деле, с молотком там не было никакой символики, это просто стечение обстоятельств. Это не их выбор. И будь у них возможность, они, конечно, никогда его с молотком бы не пустили. Это просто то стечение обстоятельств, которое предписал Всевышний, благодаря которым я сегодня как бы жив-здоров и могу здесь принимать участие в этом голосовом чате. Здесь еще есть другой момент, вот мы сейчас упоминали, низкий профессионализм, что нужно переподготовить, повышение квалификации. На самом деле, к ним, конкретно к Чингизу, можно даже какое-то понимание проявить в этом вопросе. Потому что вот если посмотреть на работу нормальной журналистики, допустим, вот представим, даже не говоря о каком-то профессиональном журналистском сообществе, даже вот возьмем чисто какую-то нашу среду блогерскую, там, где мы пытаемся, например, как-то объективно реагировать на любую, допустим, повестку. Вот представляем ситуацию, что под каким-нибудь видео про сподвижника, например, появился комментарий, допустим, от имени там, Мухаммада, моего брата. И он там вот что-то такое оскорбительное написал в адрес подвижника. Вот я, например, не знаю, ни к чему у меня нет, у меня есть только вот эта история. И мне, например, Чингиз выпиливает видео там, и говорит, вот смотри, твой брат оскорбляет сподвижника, допустим. И делает из этого вывод, что он, например, там примкнул к Чингизу Ахмадов. И где находится Хамзат Адельгириев? Мы же понимаем, что тот находится на той позиции, когда он звонок от Чингиза может просто отклонить. Посмотреть, звонит он ему, пошел ты, некогда мне, и просто скинуть. Но Чингиз Ахмадов не находится в такой позиции. Чингиз Ахмадов не может скинуть голову, на которую может без какого-то определения делать в респектабельном таком ключе. Поэтому здесь он просто находится в таких рамках, что никакое повышение квалификации, никакая, значит, командировка в Москву и практика вместе с Соловьевым, там еще с кем-то, она не поможет, потому что там выстроена система такая, там невозможно по-другому работать. И никакой крутой журналист в этой системе не сможет круто работать. Чингис давал мощный адвокат, вон тебя оправдали, работай дальше, Альпаргат. Дата тина назад. Вот то, что сейчас Томсо привел, я и видео это ему говорил. Сейчас давайте, как Томсо сказал, что я как бы, если бы меня, да, в таком
чем-то обвинили бы, то первая реакция как бы человека, представляете, мусульманина, которого обвиняют в том, что он посягнул на честь сподвижников. Я думаю, любой нормальный мусульманин, тем более, если ты человек, который ведет какую-то общественную деятельность, ведешь там блог и так далее, ты сам в первую очередь выйдешь и скажешь: так, друзья, я вообще к этому не причастен, это какая-то подтасовка. Я там люблю Халида ибн Валида, да будет доволен им Аллах. Ни в коем случае бы его никогда бы не оскорбил, вы что? Это я мусульманин, не допустил бы такого, как бы серьезное обвинение, вот прямо жесткое, неважно даже, кто тебя в этом обвиняет, там, кадыровцы, не кадыровцы, как бы сразу на это отреагируешь и дашь понять просто одним своим заявлением, что это не так, то есть ты сделаешь противоположное заявление, где ты опять-таки засвидетельствуешь, что ты уважаешь и любишь этого сподвижника. Вот реакция Эдельгириева, она, во-первых, такая реакция у него отсутствует, а та реакция, которая у него есть, она полностью показывает, что, во-первых, ему абсолютно пофигу, во-вторых, она показывает его убеждения. Нет, но он же может любую информацию, которую подает, более как-то серьезно подавать ее. Действительно, вот с напросто связано, который оскорблял сподвижников. Можно было как-то серьезно. Человек был не в трезвом. Да, короче говоря, pitch подать в любом случае, но не в таком детском. Никто не, даже он сам не верит, он рассказывает и сам не верит. Ему просто он играет этими эмоциями и все в себе, но не для людей. Сондай было, хотя бы просто серьезно подать, то и подавать, и что он Тот же самый пример, кстати, вот с Аптией Лаудиновым. Он сделал он эти заявления. Давайте представим, что любой из нашего лагеря такие заявления сделал. Вот какая бы здесь была реакция? Моментальное отречение, то есть порицание, требование, чтобы он свои слова пояснил, их обратно как бы вернул. Если не так высказался, то давай выскажись правильно. То есть здесь, прям все бы буквально это осудили. А может он, например, так сделать? Не, опять-таки в этой пищевой цепи, где Алаудинов и где иллюзионист. Просто этот бич в их же системе. А тот где-то Минобороны там свою должность имеет. Знаете, вот у него такая ситуация, когда он в рамках находится, он не может ничего. То есть настолько он в ничтожном положении. Там. Хотя так кажется, да, пропаганда, директор телерадиокомпании. Но эта телерадиокомпания не может свою работу делать вот как надо, как подразумевает эта профессия. Он не может это делать. Он не может даже позвонить, допустим, Алаудинову или его там пресс-службе и сказать, вот надо бы эту тему прокомментировать. Он не может это сделать. Даже чтобы это сделать, ему нужно получить на самом верху какое-то разрешение. А можно мы вообще эту тему будем как-то комментировать или нельзя? Настолько как бы они находятся вот в этих рамках, которые они нам приписывают, что мы, прежде чем записать видео, куда-то должны позвонить, согласовать. Видимо, в их понимании у нас есть какой-то сценарий, допустим, мы пишем к видео. Кстати, никогда в своей жизни сценарий к видео не писал. Но, допустим, я должен написать сценарий, потом этот сценарий отправить спецслужбам, они должны согласовать, и только после этого я могу записывать видео. Это полное проецирование своей ситуации. Что у человека болит, он о том и говорит. Вот у него вот это реально, эта боль есть. Кстати, Томсо, про сценарий. Действительно, перед тем, как сделать какой-то видеоролик, тоже никогда не делал сценарий. Вот максимум то, что ты делаешь, это там ты понимаешь, какие темы ты будешь говорить, там включаешь камеру и говоришь об этих темах. Мне кажется, что если вот так со сценарием подойти, наоборот, еще хуже получилось бы. Действительно, как хорошо, что не надо этим заморачиваться.
Они, кстати, до этого в своих, по-моему, перед этим, который у них был подкаст, или, может, еще за один до него, они очень активно обсуждали мою реакцию на на кутаевскую лажу в эфире у Плющева. А на самом деле, вот насколько это бьет против них же. Но здесь вот Кутаев облажался, и вообще не было никаких размышлений на эту тему. То есть мне не нужно было с кем-то что-то согласовывать, узнавать что-то мнение. Не просто вот я сразу увидел и свою реакцию, первые свои мысли, свои эмоции, я прям сразу могу включить видео и их изложить и опубликовать. То есть сами же, получается, свидетельствуют, что в ситуации, которая произошла с вами, когда у вас Алаудинов также облажался, то, чего вы не смогли сделать, я могу это сделать без проблем. Вот Кутаев, на ваш взгляд, он же типа человек из нашего лагеря, по вашему мнению, хотя он никогда не был человеком там, нашего лагеря. Но, допустим, пусть на ваш взгляд, если он против вас, все, кто против вас, это, значит, одна сатана, по-вашему. Вот приблизительно вот так вот, на ваш взгляд, это выглядит. Но без проблем мы можем свободно и высказать порицание, и, значит, критику свободно выложить. Если у нас есть какая-то связь с человеком, связаться с ним, задать ему вопросы, это опубликовать. То есть любые опции, они есть. Но у вас-то этого нет. Вы не можете до сих пор, уже прошло 8 месяцев после тех мерзких, отвратительных высказываний Алаудинова. До сих пор вы ни одним словом, ни одной строчкой в комментариях вы это не прокомментировали. Хотя это не просто комментировать надо. Вы должны были там, на всех уровнях это отвергнуть, осудить Алаудинова, значит, анафеме предать. Вы там такие должны были действия произойти, но нет, вы молчите. Вот Эдельгериев высказался, значит, в адрес сподвижника. Опять ваш комментарий, которого мы дождались, это что это вообще-то ИИ, а если не ИИ, то он имел в виду Абу Валида, якобы финансиста Хаттаба. Нет, а если не, то в качестве доказательств принеси отрубленные пальцы Эдельгериеву. Да, либо я должен Эдельгериева, значит, привести в эфире, чтобы он меня засвидетельствовал, что он действительно это писал. Но в таком случае он мог также промолчать относительно Эдельгериева, чем выкладывать вот этот кринж. На самом деле, да, то, что он попытался как-то на эту тему высказаться, это еще хуже сделало. Даже вот вспомните ситуацию с Шамановым, когда, помните, он в Государственной Думе что-то проехался по всей этой братьей из-за переименования двух городов. И вот была тяжелая такая у них ситуация, прям кризис у них был. Они неделю, помните, слово там сказать в адрес Шаманова не смели. Но в конечном итоге где-то на каких-то уровнях, то есть Кадыров это согласовал, что он, значит, ответит, он должен, значит, на это ответить. И через неделю он все-таки выпалил. А здесь, представьте, Алаудинов уже более 8 месяцев эти высказывания сделал, до сих пор ничего по этому поводу никто не сказал. Да, серьезно, если подумать, то уровень Шаманова, где Шаманов, например, где Алаудинов, то же самое вот этот Эдельгериев. И тут они как бы посягнули, а тут как-то в одном случае молчок, в другом случае вообще какой-то дешевый кринж. Томса хүйк дадие хунк дадие шау таитан хаттар дукар хун дадие шау нохчиматта жуаплу ба хаттаран нохчиматта динадор. Assalamu alaikum Томсо этто бела нохчиматта жуаплу дукан йоцуш исламофоб шант эллатар деш ца видеою цац венчера русисташ яржуашбах. Телатар динчарях олуцхан буктях юак ичкери байрақю
هو الخيط هون وين دهل بيش بول باتستيه قان لم وين دهل داقي وروبير نظام دو خوش بو إيش كير خوي ألا комментарии есть Сумана. Цахана уж талеттерше цебеш была Путин, Кадыровен хум алар стабильно виевает у Швейцарсаг Делин холсна Пейхморенс саллах алейхи вассалам хум алар сар мушташ айта вайт ушу ёх изюн сега дисбаланс. Мы вообще против какого-либо насилия. Это неприемлемо. Вообще. Sanunāt, saka, ja šai kafiri jauč, enāk šai kafiri alieluši, da atmungsātieši, un tom объявить бинакара, бусрубдинен. Уж холсна подпитывать беш, спонсировать беш баца. В любом случае, идейным баца, уж дальше идейцан хую цеха, сун хаджа цеха. Шай кафир аллелуш, виллицы я холс настройки болбешила, пича болбешила, что еще болбеш, что бэк шайга и то так как отаешь, что болбеш отцаешь, и бэгли еще хоть масса нормально. Так вопрос задается сам. Значит, это работа получается, потому что то, чем они занимаются, это очень рисковое предприятие, да. Поэтому, если там нет каких-то дивидендов, то в любом случае эти люди не ходили бы, не кучковались бы. Скорее всего, это организации. Кстати, переходя к международной повестке, Тумса, ты видел новость о том, что между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном заключено соглашение о военном союзе, типа нападение на одного будет считаться нападением на всех? Ну, в таком смысле я не видел, я просто видел, что они что-то подписали, какое-то военное сотрудничество. То есть я не видел, что это договор о совместной обороне. Я видел, что это какой-то военный договор. И военное соглашение, типа пакт, типа НАТО. Интересно, против кого? Против хуситов, получается, первый. Им прилетит, получается, пекаш. Они ж кошмарятся с Саудовской Аравией. Я в точке еще выше. Там, по всей видимости, уже на Ближнем Востоке эти страны поняли, что нужно перекраивать свою доктрину безопасности и пытаются сейчас какие-то другие союзы построить. В целом это, наверное, оправданное. Наверное, им действительно нужно это сделать. Потому что тот гегемон, который обещал их защищать и который должен был служить гарантом их безопасности, он оказался, наоборот, причиной нестабильности для них и опасности. Поэтому, да, там в любом случае какие-то изменения вполне себе глобальные, я думаю, наступят. В целом сейчас такой период очень серьезных изменений глобальных. Там есть вещи, которые более близки нам. Это сейчас, например, по Средней Азии, по странам Центральной Азии. Вы, наверное, видели в Казахстане 62-летний мусульманин, наш брат, сделал порицание порицаемого, побуждение к одобряемому. Он просто на свадьбе взял микрофон и выступил. И там по тому, как он выступает, видно, что человек, который знает, пользуется уважением. Это не какой-то там тип со стороны, который пришел, он взял микрофон и сначала он хвалит, типа, да. То есть он говорит побуждение к одобряемому, он говорит, это хорошо, что отказались от спиртного, что нет спиртного. Но нам надо переходить на следующий этап уже, да, убирать эти пляски, песни. Женщины и мужчины, надо, чтобы раздельно сидели. Певцы вообще раньше лошадная шайтана, вот так вот вообще какой-то речь такой бывает просто. То есть это не физическое воздействие
а просто как бы проповедь, по сути, он пришел и советует. И вот его за это уже всего арестовали. Томса, ты уже минуту как прерываешься, если что, никак не можешь, у тебя связь восстановиться. Меня не слышно, что ли? Тебя слышно, но ты прерываешься, и твоя речь неразборчива. Ладно, подождем тогда. А вот сейчас нормально, сейчас можешь продолжать. А вообще было понятно, о чем я говорил? Ну да, так, частично. Иногда пару слов вообще непонятно было. Короче, в Казахстане 62-летний наш брат на свадьбе высказал порицание порицаемому, одобрение одобряемому, и все, короче. Сказал, что спиртного нет, это хорошо, а вот надо, значит, песни певцовые тоже надо убирать, надо женщин и мужчины, чтобы были раздельно. И его за это арестовали и будут судить. И параллельно в Таджикистане прошли рейды против хиджабов и бород. Вот представьте себе, насколько это прям атака идет на ислам, на мусульман. А в странах, которые в своей основе являются мусульманскими. Эти народы являются мусульманами, казахи и таджики в своей основе. А и к чему они придут? Это на самом деле сейчас хоть и кто-то может подумать, что это какие-то единичные вот случаи конкретного человека здесь и там, значит, против хиджаба, но это на самом деле очень такая показательная такая ситуация. Это, я думаю, это переломный момент сейчас, когда в Казахстане ситуацию с этим 60-летним человеком можно считать началом притеснения ислама в Казахстане. Потому что его просто, вдумайтесь в то, что произошло, его арестовали, то есть начали уголовное преследование человека просто за то, что он сказал. Это уже говорят в Казахстане, нет вот этой, значит, свободы слова, когда вы можете какие-то вещи фундаментальные в исламе, чтобы вы могли их высказывать. Нет. Зато, например, в Казахстане можно спокойно, например, поддерживать Израиль против Палестины. Вот вообще никаких проблем, тебя никто за это не арестует. Понимаете, как что они говорят? То есть власть Казахстана говорит, пожалуйста, поддерживайте Израиль. А что значит поддерживать Израиль? Международно признанный страна, которая международно признана, что она, то есть ООН признали, что они проводят геноцид. Премьер-министр этой страны находится в розыске международном как военный преступник. Министр обороны этой страны, бывший министр обороны, находится в розыске как военный преступник. И в Казахстане можно свободно высказать поддержку этой стране. Можно любые антиисламские, то есть в основе своей в мусульманской стране можно антиисламские вещи свободно высказать. Никаких проблем. Никто не посадит, уголовное дело не начнет. Но если ты говоришь, что мы мусульмане, значит, вот такие вещи по исламу запрещены, ты это говоришь, ты не делаешь, ты никого там за руку не берешь, просто ты говоришь. То есть используешь якобы свободу слова, которая якобы там есть, но за это, значит, тебя уже преследуют. То есть, вот на самом деле очень такой переломный момент. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум салям ва рахматуллах. Зато у Кадырова Адама в Инстаграме есть свобода слова. Я вот недавно где-то прочел, не у него самого, я просто за ним не сижу, не подписан, а где-то кто-то там перепечатал, что он назвал тех, кто с ним спорит в Инстаграме, критикует его, он назвал их петухами. Видишь, какая свобода слова. Значит, кто-то его там критикует, кто-то с ним спорит. Единственный вопрос у меня, конечно, он их назвал петухами, значит, он их оскорбить хотел, или действительно так считает их такими. А если он их такими считает, то зачем он именно с ними спорит, а нельзя с приличными людьми поспорить? Как много вопросов, да, к этой публикации. Но одно все-таки похвально, что свобода слова все-таки там есть. Кто-то все-таки спорит, оказывается. Все-таки вроде бы их не арестовывают, просто
обозвал петухами и все. Скорее всего, конечно, это не жители Чечни, но все равно жители Инстаграма его. Еще один момент там произошел. Ихний папа поехал куда-то в Красноярск, и где-то на сцене он ударил мечом. Мяч, говорят, сразу же будет в Красноярском музее, его будут хранить. Вот мне интересно, Кадыров выкупит этот мяч у Красноярского музея или сам повторит подвиг, ударит где-нибудь по мячу. Их папа, ты имеешь в виду Ахмад Кадыров? Нет, Путин где-то в Красноярске ударил по мячу, и этот мяч, говорят, он же сейчас резко стал ценным музейным экспонатом, превратился в мяч, по которому ударил Путин. Его, говорят, в музее будут сейчас выставлять. Кадыров уже должен последовать примеру или выкупить этот мяч. Ну что-то же должен, какая-то реакция должна быть. Я вот заметил, вот в Москве они все время смеялись над Туркменбаши, над Кадыровым, над всякими там Ким Чен Ином. А сейчас Путин у них превращается в очередного такого, по крайней мере, идет в этом направлении. Кстати, по поводу музеев. Был в Венеции недавно и, прогуливаясь по Венеции, наткнулся на музей Газы. Вход был бесплатный. Зашел, посмотрел. Там, короче, были такие как бы картины, но когда человек не рисует, а он их как бы вышивает. Короче, типа вот как ковры делают, вот приблизительно в таком стиле сделанные как бы картины. И различные там фотографии из Газы, как люди в Джамаате молятся, например, как там, ребенка из-под завала вытаскивают, короче, такие. И после этого я дальше, уже прогуливаясь по Венеции, специально смотрел, не наткнусь ли я на такой же музей там, Израиля, например. Не наткнулся. И это приятно удивило, что в Венеции есть музей Газы, но нет музея Израиля. Респект. Это что за антисемитизм? Вот такие вот, видимо, антисемиты Венеции. Подумаешь, Венеция, у них даже меча нету, к которому прикоснулась нога Путина. Известно, если Дустумчик более тупее своего отца, что же нас ждет? Ну, я думаю, это тебе не кажется. Я думаю, там все признаки есть того, что он тупее него. В какой-то своей передаче Екатерина Шульман объясняла, что обычно диктаторы больше всего любят из своих сыновей самого тупого. И, короче, что это, оказывается, правило у диктаторов, а не редкое исключение. Теперь понятно, откуда такое особое какое-то отношение к Дустумчику. Все же отмечают, что он у него любимчик, что он именно его готовит, видимо, из-за его интеллектуальных способностей, из-за высокого IQ. А ты не допускаешь, что это из-за его травмы? Да нет, он же и до травмы его выделял. Он старый бот почему перестал работать? Я понятия не имею. Как эта ситуация не объясняется. Я и с поддержкой переписывался, и сам какие-то манипуляции пытался провести, но никакого объяснения я не нашел. Бот просто в какой-то момент перестал работать. Он сначала, перед тем, как перестать работать, он присылал мне оповещение, что, мол, я сейчас уже не вспомню, что это было, но, короче, что-то не в порядке, типа. Но опять-таки он не давал мне никаких инструментов для решения того, что не в порядке. А в какой-то момент он просто перестал отвечать. Вот, я попытался эту проблему решить. Переписка с поддержкой длилась долго. Допустим, сегодня я мог написать что-то, они мне завтра отвечали каким-то вопросом, я им отвечал на этот вопрос, опять проходил день, они опять на какой-то вопрос присылали, и вот так, в общем, это длилось, тянулось. В конечном итоге я решил, что все, ладно, больше за него бороться смысла нет, и создал вот этот новый
бот, который ты сейчас написал. Работает этот бот. Работает. И какой бот? Подожди, если ты про старый спрашиваешь, что старый нет, не работает. Вот куда ты сейчас пишешь, он работает. А почему ты тогда старый не удалишь? Я потому что не знаю, если я его удалю, не удалится ли вся... Ну, то есть не удалится ли сам чат у меня с этим, потому что у меня в этом боте очень много информации. Ну, представьте, он с 2018, по-моему, года этот бот. Поэтому я как бы не хочу рисковать. А вопрос мы не видим наверху. А я не знаю, я удаляю здесь те вопросы, на которые я уже ответил, удаляю. Если на какой-то вопрос я не ответил, значит, я не хочу на это отвечать и просто игнорирую. Оша, как дела у Кригера? Говорит, ну, видимо, у него дела не так хорошо, как они были, когда он находился в Германии. Но ответственным за это пусть назначает иллюзиониста. Томсо, как думаешь, предстоящие выборы в сентябре на главу Чечни, могут ли они кандидата Кадырова резко сменить на Иудова в конце по своим каким-то причинам? Слушай, в теории все, конечно, может быть, но пока нет каких-то предпосылок к этому. Могут ли меня вычислить спецслужбы дома, если я пользуюсь Телеграмом без VPN? Сейчас у меня он включен. Я не знаю. Я не могу тебе на этот вопрос ответить. Джамбетов живой? Хоть что-то давно никаких инфоповодов не создает, бедняжка. Но он старается, он живой, он старается, он постоянно что-то к себе на канал публикует, периодически выступает с какими-то философскими мыслями. Просто он перестал быть интересен даже своим же товарищам. Он очень сильно, конечно, просчитался, на самом деле, последнее время на него смотришь, и прям жалко его становится. Явно не на это он рассчитывал, не на такую судьбу. В моменте, понимаете, вот надо понять его психологию. Человек занимается продажей мяса и занимается этим очень плотно. То есть, когда мы говорим, что он занимался продажей мяса, здесь надо понимать, что он очень серьезно как бы построил этот бизнес. Он сам этих коров, значит, резал, он где-то наладил с какими-то этими фермами, скотобойнями какие-то контракты. Он сам ездил по Европе, там, как минимум по Бельгии и Германии, и развозил это мясо. У него уже была своя клиентская база, огромное количество контактов с людьми. Как вообще такой бизнес у нас тут устроен? Это не просто у него какой-то магазин, и к нему приезжают, покупают, а он непосредственно каждому по адресу приезжает и привозит заказ. То есть у него, считайте, вот каждый, кому он привозит заказ, это его контакт в телефоне. И он, как правило, знает не одного человека, он там целую семью знает. То есть настолько у него были обширные вот эти торговые клиентские контакты. Но это работа, при которой у тебя есть контакты, у тебя есть доход, но нет какой-то значимости. Ты не становишься, то есть как бы много у тебя этих контактов не было, ты не становишься человеком, то есть лидером мнения в этом комьюнити. Ты не становишься, ты просто продаешь мясо, ты торговец мясом. Нет такого, что тебя кто-то слушает, и там о чем-то говоришь. Вот торговец мясом начинает, например, выступать с какими-то там речами, и его контакты подумают о том, что, подожди, чувак, ты же просто мясо как бы продаешь. Что ты знаешь, чтобы о таких вещах рассуждать. То есть для того, чтобы стать вот этим значимым человеком для этого комьюнити, стать каким-то лидером мнения, ему нужно было с другой стороны себя презентовать. А жажда к тому, чтобы стать этим лидером мнения, чтобы стать важным, она у него, оказывается, была. Вот все это время он ее в себе носил. И в 22 году, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, он решил, что вот он час X, надо сейчас воспользоваться этим моментом
и, значит, переквалифицироваться. Вот он едет в Украину в качестве добровольца и практически сразу начинает оттуда вещать. Но уже не как торговец мясом, а как борец за свободу, как непреодолимый противник России. Он уже вот так себя презентует. И как такой примиритель всех чеченцев. Все, у кого есть какие-то разногласия, все, значит, забудьте, у нас есть вот враг, мы должны против него. То есть на такой волне он начинает. И более-менее так он становится узнаваемым. А те, кто были рядом с ним, вот как бы они сейчас там не отмазывались, как бы они от него не отрекались, но на тот момент они о нем, то есть у них есть какое-то, какая-то даже надежда на него. То есть у них между ними, когда ты с ними какие-то контакты у тебя бывали, они на него апеллировали. Они говорили, что «Вашой, о, дик бога мот больше, что виструлишь». И виструлит рот. То есть вот такие вещи они говорили. То есть, как бы сейчас они, да, камни, там, камень на камне от него не оставляют. Но на тот момент он вполне себе там пользовался у них уважением. И он какое-то вот это удовлетворение от этого получает, но амбиции у него растут все больше и больше. Он уже себя видит в какой-то роли, значит, большого лидера. Видимо, то, что он ожидал, у него не получилось после всех этих манипуляций, приезд Закаева, создание Абона там, и так далее. Особенно с приездом Абдул-Хакима в Украину. Там у него, видимо, вообще накрылись все его иллюзии. С Абдул-Хакимом явно у него сразу не заладилось. И вот он, значит, оттуда уезжает, и вот это его желания, его амбиции, они у него остаются, а реализация уже хромает, то есть уже все вот это, украинской площадки нет. Здесь он немножко мечется по каким-то мероприятиям, на митинги куда-то приезжает, выступает, но эффект не то, что он хотел. И вот тут, значит, перспектива у него появляется. Переметнуться в другой лагерь, и что там он будет востребован, что там он сможет реализоваться. Что там он будет, значит, эти речи свои толкать, ему в рот ему будут смотреть, перед ним будут выстраиваться полки, он будет напутственные слова говорить, может быть, даже сидя верхом на коне, там, вытащив шашку, и они будут в бой идти под его ободряющие возгласы. Приблизительно вот так он это себе представлял. И ему дают в это поверить, и ему даже, когда он приехал, ему даже дали какую-то, значит, почувствовать себя таковым. Помните, перед ним выстроили этот личный состав 2-го полка, даже дали ему из Стечкина там пострелять, выстрелить в очередь. То есть ему как бы, его обманули конкретно, то есть ему дали в это поверить, уже представить себя в этой роли, и все, и после этого его поматросили и бросили. Вот сейчас он уже никому там не нужный, неинтересный, сидит, философствует, сев на краю села, записывает эти видео в тенечке, где-то под деревом садится, записывает, возвращается домой и проживает остатки своей жалкой предательской жизни. Вспоминая славные времена, когда он торговал мясом. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салям ва рахматуллах. Тимсо, почему не было чатов так долго? Я думал, вообще пропал, исчез человек. Какой-то конкретной причины этому нет, просто совпало так. И здесь очень сильно укоротилась ночь. Получалось, что между Магрибом, Иша и Фаджром там практически всего 3 часа было. Короче, неудобно бывало мне их вести. А потом я поехал. Короче, разные события происходили, и, в общем, как-то не было. И даже этот чат не я запустил. Для меня самого это стало сюрпризом. Его Мухаммад запустил. Да, я смотрю, нету. Сегодня так случайно зашел, смотрю, чат идет. Я в шоке вообще был. Благодарности принимаю в виде биткоинов. В виде биты, да? Мясник говорил, что продавал по 5-6 тонн мяса в месяц.
делал 10-20К и больше. Дурак. Да еще и побрили в итоге. Ну, я не знаю, правду он тут говорит или нет, какой у него был оборот, я не имею, но что он очень серьезно этим занимался, в этом нет сомнений. Я знаю людей, которые покупали у него, и как он был построен, я понимаю, человек должен этим заниматься. Он сам сделал, мясо приводил. То есть он не курил, он сам составил свое мясо. Объяснял, Господи, прием. Эти, А прием ол шхазан, слышно. вот, инсумити, ничего не думаю. Так, Саудович. Про Джамбето, Дичвора, мясо продал Да, 15 тонн в месяц. да, я хотел сказать, что он сам лично возил, это мясо привозил, а это же подразумевает там разговоры об этом мясе, рекламу, хвалить надо свое мясо. Он рассказывал, там, как он лично для вот конкретного тебя, клиента, этого бычка растил, кормил его самым лучшим кормом, как он правильно его порезал. Короче, человек посвятил себя, на самом деле, этому бизнесу. И честно говоря, он очень гармонично смотрится вот в виде мясника, человека, разделывающего мясо. Вы, наверное, видели его фото для бельгийской газеты, где он стоит с таким куском мяса в таком колпаке. И вот он очень смотрится, очень гармонично. И посмотрите сейчас, как он выглядит. Вообще не то. Это к тому, что жижгадух от меня бадарцон. Шинадыр, ши дюзелна, ши даварна, ши эвертна. Таван я ши дюзелна ватси, шина ватси, ши эверта дехрицу. Говоря о виде, сейчас лукизмом займусь на секунду. Ты говорил, что он носил себе эту жажду, видать, величия или славы. Судя по его виду, эта жажда довольно-таки была большая. Он внутри себя ее носил. Ну да, его дальнейшие его действия показали, что у него какая-то мания присутствовала. И потом ты говорил, он там на митингах где-то поучаствовал, в каких-то собраниях. На Янгульбаевых наехал, их опустил, да, еще походу? Можно Да, два на слова? Янгулбаевых наехал, их опустил, потом поехал в Страсбурге, выступил там за Каевом, чуть ли в один ряд с шейхом Мансуром, Байсангуром поставил. Там на самом деле столько противоречий в его действиях. Россию там чуть ли непримиримым врагом нашим назвал. И буквально сразу после этого отправился домой. Он не только развозил сам мясо, он перед тем, как уехать туда, у него даже свое собственное производство колбасное он открыл. Копченые колбасы он начал делать. А ты не улям случае. Видно, руководство не стало спрашивать у него. Для меня вообще Тумсо другой вопрос, то есть интересует, долго слушал, задавать, не задавать, то негативное отношение к Руслану Кутаеву. Человек 4 года в застенках Чернокодова провел, все-таки полноси получил. Почему такое негативное отношение у тебя к Руслану Кутаеву? Вроде он кандидат философский, но очень грамотный парень. Делает, что может. Почему? Эдрия. Ну, это никак, то есть его прошлое, какие-то его заслуги в прошлом, они ведь никак не отменяют то, что он сделал сейчас. И те заявления, которые он сделал в прямом эфире, ну, как можно их после этих заявлений как-то по-другому вообще к нему относиться? Ну, ошибка, любой человек должен, но все-таки он старается делать то, что может. Не, ну ошибка. Если это как бы ошибка, человек должен сказать: извините, ребята, это ошибка. Да, я запорол, бывает. И исправить ее. Он же этого не делает, он же не говорит, что это ошибка. Он говорит, что все те, кто говорят, что это ошибка, это все работники Кремля. То есть как после этого к нему относиться?
То, что он провел время в Чернокозово, ну, это его жизнь. То есть это никак не дает ему какого-то иммунитета от того, чтобы он заявлял, сначала делал одни заявления, а потом ровно противоположные. Вообще такого, это очень странный аргумент. Человек там отсидел в Чернокозово, люди здесь выходят по 20 лет, там сидят. Вот 20 лет, 21 год, там сейчас Хариханов записывает, это опустить. Здесь даже вопрос не в наших личных взаимоотношениях, а именно в том, что отношение, как может быть другое отношение к нему? Вот вопрос. Просто к любому другому мы этого как бы не простим никогда. Ну, соответственно, мы и Кутаеву это не простили. Асам, я этот вопрос адресую вот к этому, к Хасану. Почему у него, Кутаеву, не возникает вот этого вопроса, а к Тумсо вдруг возник? Вроде бы первым Кутаев начал. Нет, я просто несколько раз слышал высказывания в Тумсо, там такое негативное отношение о личных мудрстве, а я с этим таким намеком так задал этот вопрос. Не, личное у нас с ним есть. Но это, опять-таки, это личное, оно не сейчас возникло. Оно возникло тогда, когда он переобулся в 22 году и стал сторонником Закаева, и всех тех, кто, как и он, не переобулись, он начал их называть кремлевскими работниками. Уже вот с тех пор у нас с ним как бы личные появились моменты. И особенно, когда он выступил очень некрасиво, там, мой адрес и в адрес Хасана Халитова высказывание сделал, все, вот у нас есть личное. Но пока это было личное, я никак ему не отвечал, не трогал его. Но когда он запорол уже не на личные темы, ну, здесь, да, я высказался. Здесь наложилось одно на другое. И личные есть моменты, и плюс он запорол. Если вопрос в другом, Тумсо, если бы у тебя не было вот этого личного, ты бы, для тебя его слова стали бы приемлемыми, ты бы их оправдал. Если вот так ты этот вопрос поставишь, я тебе скажу, нет, не оправдал бы. То есть никак мое личное к нему отношение вот эти вот слова бы не оправдал. Но при этом, если бы не личное, не долг как бы, мой перед ним ответить на его выпады, мог бы я публично, допустим, эту тему не комментировать? Ну, не знаю, может быть. Асан, цонгуш воец. Че отца, еще канала, вы говорили, да, такуш. Массу цонгуш в каком смысле? Формировать еще мысль, он формирует ее сумбурно, разбросанно, он может в одной передаче, в одном стриме там, сам себе противоречит. Он может одно сказать, через 5 минут сам себя же опровергать. Отцу холодно, рассеянность отцу. И тем не менее он во все эти холодно мероприятия, эти как бы стримы, везде лезет. Отца, и что и? Понимаю.